Тему своего сегодняшнего выступления я обозначил как архитектура современной татарской мечети. Но прежде чем говорить о мечетях, хотелось бы сказать несколько слов, провести такой небольшой исторический экскурс в историю архитектуры Татарстана, историю прошлого столетия. Если вот мы посмотрим на архитектуру прошлого века в Татарстане, то можно обнаружить, что не так много объектов было построено с элементами какого-то национального своеобразия. Но причин этому множество, но основное это то, что весь 20 век в России прошел, значит, под господством коммунистической идеологии, и большевики, они в самом начале взяли курс на пролетарскую культуру, которая отрицала все богатейшее буржуазное наследие. И в рамках этой пролетарской культуры места для выражения национального своеобразия в архитектуре, конечно, не оставалось. В 30-е и 50-е годы в Советском Союзе, времена Сталина, господствующим стал стиль классицизма, так называемого сталинского ампира. И в рамках этого стиля допускалось проявление некого своеобразия национального и регионального своеобразия в союзных республиках, в автономных республиках. В частности, в Татарстане можно отметить театр оперы и балета, построен по проекту первого татарского архитектора Гайнутдинова, которому удалось в рамках классического стиля сочетать элементы национального своеобразия, элементы татарского декора и придать некую национальную изысканность этому сооружению. Вот мы видим на портале главного фасада ордер, классический композитный ордер, он приобретает чисто такие татарские черты. И в интерьере, благодаря вот этому приему сочетания классики и элементов татарского национального декора, Гайнутдину удалось создать такую атмосферу национального самобытности интерьера этого театра. В 1955 году выходит постановление Совета министров и ЦК КПСС о борьбе с архитектурными излишествами, и партия берет курс на массовое строительство, в основном крупнопанельное. И в этих условиях, конечно, для проявления национального своеобразия в архитектуре не было особых возможностей. В 80-е годы, когда уже вся страна была застроена этими панельными хрущевками, приходит понимание того, что необходимости какого-то разнообразия в архитектуре. И партия принимает курс, лозунг такой выдвигается, что архитектура должна быть национальной по форме и социалистической по содержанию. Но на практике этот лозунг воплощает в условиях массового строительства, в условиях типового проектирования, воплощается просто таким простым навешиванием декоративных бетонных панелей с орнаментом на фасады или декоративное панно с национальным колоритом. Ну, как, например, у нас вот в качестве примера могу назвать панно в Казани «Татарочка» на торцевом фасаде пригородного вокзала Казанского, который какую-то вот атмосферу национального как-то придает. На этом, пожалуй, и все. Я не могу привести какие-то другие примеры из архитектуры прошлого столетия, в котором как-то проявлялось бы какое-то национальное своеобразие. Или будь то оно татарское, или будь даже русское. Говорить много не приходится об этом. Мне кажется, что основная причина того, что вот в архитектуре прошлого столетия было так мало выражено, это черты национального своеобразия, заключается в том, что в советское время не строились культовые сооружения. И наоборот, даже те, которые... Это было атеистическое государство, и даже те сооружения, храмы и мечети, которые существовали, они разрушались, закрывались. А что такое культовая архитектура? Если мы посмотрим на всю историю мировой архитектуры, то вся мировая история архитектуры – это история культовых сооружений. Начиная от Древнего Египта и, пожалуй, до 20-го столетия.
Почему же все самые выдающиеся сооружения истории, да, прошлого — это культовые сооружения? Э, Мне кажется, что причина кроется в том, что в культовых сооружениях содержится некая квинтэссенция, такая духовная составляющая, особая. Поэтому каждый народ стремился, при строительстве храмы строились на века, и каждый народ стремился в храме выразить свое отношение к божественной красоте своими средствами декоративно-художественного оформления. И поэтому даже в рамках одного стиля, вот, скажем, господствующий какой-то определенный период, вот, скажем, храмы барокко отличаются от храмов, русских храмов барочных, или французская готика отличается от немецкой готики. Вроде бы храмы построены в рамках одного стилистических приемов, но чисто декоративно, образно они отличаются, потому что проявляются региональные условия, но самое главное — это национальное понимание того, каким должен быть храм, как, видимо, отличается у немцев, она по-своему, у французов по-своему и так далее. Если мы возьмем архитектуру мечети, то мечети тоже очень разные. Есть арабские мечети, есть мечети османские. Они тоже отличаются по своей архитектуре. Даже есть такой уникальный тип мечети, как татарская мечеть, мечеть с минаретом на крыше, который этого типа мечети больше нигде не встречается в мире. Это чисто уникальное такое татарское культурное явление. У каждого народа храм являлся прежде всего объектом национальной самоидентификации. И ни один другой тип сооружения на эту роль не претендует. Как я уже говорил, в советское время храмы не строились, но вот все-таки у нас в Татарстане, в частности в Казани, была построена мечеть. Это Закабанная мечеть. Она была построена в 1924 году по проекту архитектора Печникова. Проект еще был разработан в 1912 году, в тот период, когда господствовал стиль модерн. Это она уникальна тем, что она строилась в советское время, и она была посвящена тысячелетию принятия ислама в Булгарах. И говорят, что даже разрешение на строительство мечети дал сам Сталин. Мечеть интересна тем, что она является уникальна в том отношении, что это единственная мечеть в стиле модерн вообще на территории России. И в мире-то очень мало мечетей в стиле модерн построено. Это типичная такая, один из типов мечети с минаретом на углу. Это такой тип мечети восходит к периоду Казанского ханства, когда были в этот период мечети с минаретами в углу. Распространен, в принципе, композиционный тип мечети в исламской архитектуре. Здесь в фасаде мы видим сочетание чисто модернистских приемов декоративного оформления с элементами восточного оформления, такого восточно-мавританского. Мы видим арочные окна, сталактиты на карнизах, декоративные арочные поясочки, характерные из восточной мавританской архитектуры. Площадка Казанчи напоминает нам излюбленный цветок тюльпан в архитектуре татар. А завершение минарета, вот некоторые, на мой взгляд, очень похожи на нераскрывшийся бутон. Мечеть была открыта торжественно в 1924 году, там прочитали намаз, и тут же ее закрыли. Ее на долгое время, советское время, была закрыта, использовалась как складское помещение, и вернули ее только в начале 90-х годов. В 90-е годы, когда развалился Советский Союз и прекратились гонения на религию, стали строиться на территории России, стали строить храмы. В Татарстане и в мусульманских регионах начали строить мечети новые. В 90-е годы было построено достаточно много мечетей у нас в Татарстане, в Казани. Но их архитектура, на мой взгляд, не обладает какими-то особыми художественными достоинствами, потому что сказывается вот этот многолетний перерыв в проектировании храмовых сооружений, отсутствие традиции, перерыв на традицию проектирования храмовой архитектуры.
Но, правда, надо сказать, были и успешные проекты, интересные. Это мечеть Таубе в Набережных Челнах, мечеть Соборная мечеть Нижнекамске, можно назвать мечеть Ля-Тюльпан в Уфе и другие объекты культовые. Но все-таки они еще несут в своем образе, в своем художественном решении черты такой советской монументальной архитектуры. Мощный импульс в развитии культовой архитектуры Татарстана придал объявленный первым президентом Татарстана Митимир Шариповичем Шаймиевым конкурс на воссоздание мечети Кул-Шариф в Казанском Кремле. Ну, надо сказать, что это, по сути дела, очень было беспрецедентное решение, очень смелое решение строить мечеть, воссоздать историческую мечеть. 90-е годы это был период такого подъема национального самосознания. Казань буквально бурлила в эти годы. Ну и потом очень был по свежим следам, наверное, восстановление храма Христа Спасителя в Москве было принято это решение, потому что только что был восстановлен храм Христа Спасителя, который в свое время был взорван большевиками, которые намеревались на этом месте построить дворец Советов, огромный дворец Советов. Но помешала война, и на месте храма долгие годы находился бассейн открытый. И вот в 90-е годы этот храм был воссоздан, и Москва получила свою вот эту утерянную доминанту с ярко выраженным национальным русским, потому что храм был построен в псевдовизантийском стиле, несет в себе черты русской архитектуры и неотъемлемый элемент Москвы. Вот я уже говорил, что был объявлен конкурс, и этот конкурс, в этом конкурсе принимало участие 16 проектов. Это, по сути, был международный конкурс. Он проходил 2 тура. И в конечном итоге этого конкурса наш проект вышел победителем и был принят за основу. Вот здесь мы видим панораму Казанского Кремля в начале 90-х годов, когда еще не было этой мечети Кул-Шариф. Вообще вопрос строительства нового объекта в исторической среде, и такой, тем более в Кремле, с богатыми архитектурными историческими памятниками, это архисложнейшая задача для архитектуры, для архитекторов вписать новую историческую ценную застройку. Но в качестве примера я хотел могу привести пример строительства Дворца съездов на территории Московского Кремля. Это было 60-е годы. Строительство Дворца съездов в Московском Кремле – это была инициатива первого секретаря КПСС Хрущева. Он хотел, чтобы партийные съезды непременно проходили в Кремлевской цитадели. Для строительства этого дворца были привлечены лучшие архитекторы страны, чуть ли не все проектные мастерские Москвы были привлечены. И архитекторы очень старались не испортить панораму Московского Кремля исторического. Сделали это здание невысоким. В основном там подземные этажи. Фасады сделали стеклянными, что там отражались существующие храмы, чтобы он не нарушал окружающую среду. Но в конечном итоге он был построен. Но украшает ли он, по сути, вот эту исторический ансамбль, это вопрос очень спорный. Вот примерно такая же задача, такая же сложная задача предстояла и нам решить такую же задачу. И при работе над проектом этой мечети нам пришлось решать ряд важных градостроительных задач. Ну, самое важное – это вписать новую архитектуру в эту историческую панораму. Сложная задача заключалась еще и в том, что никто не знал, как выглядела эта утраченная мечеть. Ранее на территории Казанского Кремля находился ханский Кремль, период Казанского ханства. Там были прекрасные мечети, белокаменные, еще князь Курский вспоминает, в своих воспоминаниях пишет о том, как была красива Казанский Кремль с мечетями. Но после взятия Казани все это было разрушено, уничтожено, и не осталось следов этих мечетей. Там была соборная мечеть. Археологи очень перед строительством
очень много работали на территории Казанского Кремля, искали следы этих мечетей, соборной мечети в частности, но так и не нашли. Даже остатков фундаментов не нашли этой той некогда возвышавшейся соборной мечети. И никто не знает, как она выглядела, по сути дела. Есть вот никаких свидетельств письменных, по сути дела, не сохранилось, никаких изображений не сохранилось, на что можно было бы опереться в своей работе, отталкиваться. Но есть свидетельства, которые не совсем, может быть, достоверны. Джакфар Тарихы об этом говорит еще и Маржани, что мечеть имела 8 минаретов. Больше каких других свидетельств не было. И новый объект, новую мечеть нам предстояло вписать в панораму Казанского Кремля, который, по сути дела, был уже застроен, нес в себе уже черты русской архитектуры, да, потому что после взятия Казани Кремль был застроен псковскими мастерами, здесь были построены стены, Спасская башня и так далее, Благовещенский собор, монастырские постройки. И нужно было вот это новое исламское по своему духу сооружение вписать вот в эту чужеродную, по сути дела, среду. Очень важно было при решении этой задачи найти масштаб будущей мечети, его размеры прежде всего, потому что, чтобы она не доминировала в панораме Кремля и не терялась, если она маленькая, не терялась бы в этой застройке. Это тоже была одна из архисложнейших задач. Нужно было выбрать место для строительства мечети. И, по сути, единственным свободным участком для строительства оказался этот двор юнкерского училища. Других участков для строительства, по сути, и даже и не было, и мы даже вынуждены были при строительстве мечети сносить один из флигелей, примыкающих к этому юнкерскому училищу. Ну, как я уже говорил, что не было у нас аналогов каких-то, на которые могли опереться при строительстве соборной мечети. Да и у нас примеров-то не было соборных мечетей у нас, потому что есть дореволюционные сохранились мечети Махалля, квартальные мечети, но соборная мечеть, она несколько иная по своим функциям, она предназначена для большего количества молящихся, это соборная мечеть для всей уммы предназначена. В России примеры соборной мечети можно было только соборная мечеть в Булгарах, по сути дела, одни развалины остались от нее, да, и соборная мечеть в Санкт-Петербурге, которая была построена в начале 20 века, в 1914 году. Но она несет в себе черты чисто такие архитектуры среднеазиатские. Она была построена по инициативе эмира Бухарского. И для нас, мы на нее тоже не могли опереться в поисках, что ли, образного решения. И вот в этой работе нам очень помогла, нашей творческой группе помогла поездка в арабские страны, организованная президентом Шаймиевым. Мы ездили в Египет, в Турцию, Арабские Эмираты и смогли ознакомиться с соборными мечетями не только историческими, но и современными соборными мечетями. Это помогло нам, эта поездка, ознакомление с ними помогло в разработке композиционно-планировочных задач. Но в плане образа все эти мечети, они были или арабские, или османские по своей архитектуре. А нам предстояло построить чисто татарскую мечеть. Да? И пришлось разрабатывать очень много разных вариантов, бесчисленное количество вариантов, по сути, было проработано, пока в конце концов не нашелся такой окончательный вариант, который был принят к строительству. Как я уже говорил, место было выбрано на территории Юнкерского училища. По сути дела, вот в панорамме Казанского Кремля мечеть оказалась вот между Спасской башней и башней Сюмбеки. Вот она как-то гравюра Алиари, то весь Казанский Кремль 17 века он представлял собой такую цепочку вертикальных храмов. И вот воссозданная мечеть Кул-Шариф, она как-то восполняет вот этот недостаток вертикальных доминант на
панораме Казанского Кремля. В плане мечеть представляет собой восьмиконечную звезду, квадрат в квадрате образованная, плоскостями арок, арочными плоскостями. На вершинах этих арок, на вершине этих арок опирается барабан с окнами в виде тюльпанов. И на нем диаметр барабана 16 метров, на нем возвышается голубой купол, покрытый металлическими листами бирюзового цвета. Бирюза, так называемый цвет туркуаз, бирюзового цвета. Мечеть имеет в своем, получилась такая новая, центрично-купольная по своей архитектурной композиции, с 4 минаретами большими, есть 2 малых минарета и еще 2 небольших минарета на входном портале. То есть вот эта идея, мысль о том, что мечеть была 8-минаретной, да, она здесь была определенным образом воплощена, что ли. Хотя, конечно, в панораме она воспринимается как 4-минаретная, по сути дела. Мечеть снаружи облицована белым мрамором. При выборе материалов, конечно, были очень много разных мнений. Хотя, кстати, нужно отметить, что вообще строительство этой мечети велось под таким большим энтузиазмом в то время, да, и все вот эти проектные решения, они обсуждались очень широко общественностью, специалистами, градостроительные советы проходили неоднократно, многочисленные мы проходили при разработке проекта мечети. Даже Госсовет рассматривал, Комитет по культуре, варианты будущей мечети, как ее решить. То есть общественность принимала очень активное участие при разработке этого проекта. Вот снаружи была облицована на конечном итоге белым мрамором. По сути дела, это первая мечеть, которая решена в мраморной облицовке. Мечеть сама расположена на высоком стилобате, полукруглом стилобате. Вот в этой стилобатной части она несколько уровней имеет, там 2 технических подземных этажа. И вот в стилобатной части расположен музей ислама, музей исламской культуры. Далее на 1-м этаже находится вестибюль, на 2-м этаже молельный зал, и на верхнем этаже располагается женская галерея. Она получилась многоуровневой по своей архитектурной композиции. По мере решения образных задач, очень большая задача была еще при разработке, сложная задача при разработке внутренних интерьеров. Потому что не только снаружи, но и изнутри нам нужно было создать дух татарской мечети, чтобы она выглядела как самобытная татарская мечеть. И здесь тоже нам предстояла очень большая работа в поисках этого решения интерьеров. Но здесь мы опирались прежде всего на традиции исламской архитектуры. Там нужно было соблюсти исламские традиции в отделке. Второй аспект, мы опирались на татарское декоративно-прикладное искусство. Третий принцип – это старались максимально современным это сделать, эту мечеть изнутри. Вот перед нами молельный зал этой мечети. Тоже проект разрабатывался очень долго. Вообще мечеть строилась 9 лет, и все проектные работы не прекращались на протяжении всего строительства. Надо сказать, интерьеры разрабатывались 5 лет этой мечети. 5 лет мы разрабатывали интерьеры, тоже было бесконечное количество вариантов. Молельный зал внизу, в нижней части облицован белым мрамором, белым и желтым мрамором. И общее композиционное решение интерьера – это насыщенность декоративного оформления снизу вверх. То есть от мира земного, дольнего мира к раю, к небесному, чтобы декоративная насыщенность, она возрастает кверху. Здесь мы видим, что по кольцу идет кораническая надпись «Гимран», выполненная в мозаике и покрытая специальным золотом. А также вот в верхней части витражей окон, на парусах и на самом куполе выполнены 99 эпитетов Всевышнего. Это нам подсказал Талгат Тажидин. Мы специально ездили в Уфу, к его резиденции, консультироваться о том, как нам решить эти вопросы оформления интерьеров. А внизу, в нижней части, тоже вот такие мозаичные панно расположены с именами пророков, начиная от Адама до Мухаммада. В декоративном отделке использованы прежде всего традиционный татарский декор, татарский орнамент. Вот женская галерея, она выполнена из фибробетона и напоминает такой ажурный
ажурную шаль, что ли. И паруса тоже, смотрим эти паруса, они выполнены из лепнины, ажурные, кружевные. Из них там, за ними расположены светильники, специальная подсветка, чтобы весь этот молельный зал был должным образом освещен. Главный элемент освещения – это люстра высотой 9 метров и диаметром 5 метров, тоже выполненная по индивидуальному проекту, изготовлены в Чехии. В работе над интерьером принимал очень много разных мастеров, художников, дизайнеров, специалистов по керамическим надписям, хаттаты. И не только наши татарстанские, но и российские, и зарубежные. Очень много людей принимало участие в этой работе. Потому что, по сути дела, это был первый объект, первое такое крупное сооружение мусульманское у нас на территории России. И мы привлекали специалистов, разных специалистов. Вот в молельном зале главный элемент – это, конечно, михраб. В центре шахада, символ веры. Купол решен в виде мозаичного панно, тоже покрытый сусальным золотом. Сверху он выражает композиционно вот эти небесные раи, сады Фирдавис. Но помимо мозаики в декоративной отделке использовались масса других художественных средств. Это и витражи цветные, вот на окнах, это художественная роспись на потолках, кожаная мозаика, декоративная плитка и так далее. То есть самые разные элементы декоративно-прикладного искусства были использованы. Как я уже говорил, в цокольном этаже располагается музей ислама. Основная идея композиционного решения, художественного решения музея ислама – свет знаний, идущий от неспосланным Кораном. Коран неспосланного Всевышним. Вот мы видим здесь в центре расположен древнейший Коран. Он в первых печатных изданиях Корана, освещенные люстрой. Потолки, они решены в виде такого звездного неба. По периметру музея ислама есть экспозиция выставлена, рассказывающая вообще, что такое ислам и этапы развития ислама на территории России и Татарстана. Это тагаратное помещение. Здесь мы видим тоже использованная вот декоративная плитка. В частности, вот здесь и турецкая плитка использована, древнейшая. То есть мы старались создать максимально праздничный парадный интерьер. Мечеть была торжественно открыта в 2005 году, и на открытии мечети присутствовали многочисленные гости, и зарубежные, и так далее. Вот она уже стоит на территории Кремля 15 лет, и нам сейчас очень трудно представить себе, наверное, панораму Кремля без этой мечети. Вот работа над проектированием мечети Кул-Шариф дала нам очень богатейший опыт, который нам, естественно, пригодился при проектировании и строительстве других мечетей. В частности, следующая работа, которая нами была выполнена, это мечеть Суфия в Башкирии, в Стерлитамакском районе Башкортостана, деревня Кондюковка. Она была построена на средства директора Таттрансгаза Кондюкова Рафката Абдулхаевича. На своей родине посвящена в память матери. Мечеть расположена на берегу искусственного озера. Специально изначально так было задумано, чтобы мечеть могла отражаться в воде. Композиционно это купольная мечеть с минаретом на крыше, один из типов татарских мечетей, который восходит традициям татарской мечети, минаретом на крыше. Имеет отдельные входы для мужчин и женщин. Там потоки не пересекаются. На фасаде мы видим тоже отделка, выполненная из белого мрамора. Здесь еще на фасаде, помимо беломраморной отделки, мы видим также арочные завершения, порталы арок. Они декорированы мозаикой из Мальты. Наверное, пожалуй, впервые мы это применили, может быть, в татарских мечетях. Потому что современные технологии позволяют использовать мозаику при больших перепадах температуры. Эта мечеть уже была построена в 2008 году. Вот эта мозаика до сих пор держится прекрасно. Вот здесь, наверное, лучше видно. Вот мы видим, что тимпаны заполнены декоративными мозаичными панно. Вот как я уже говорил, что мечеть имеет отдельные входы. На первом этаже здесь молельный зал, отдельное помещение для тагаратные. Здесь гардеробы расположены. На втором этаже учебные классы располагаются.
Хотя мечеть находится и в деревне небольшой, но здесь вся инфраструктура современная присутствует. Это и водоснабжение, и канализация, и электрика, и кондиционирование. То есть все современная инфраструктура, она здесь выполнена, что вообще-то характерно для современных мечетей. Современная мечеть должна быть насыщена современным оборудованием, чтобы это было комфортно для прихожан. Интерьер этой мечети тоже богато декорирован. Здесь вот, можно отметить декоративный михраб, выполнен тоже мозаичный михраб с кораническими надписями, с такими декоративными панно, татарским орнаментом выполнены. Купол тоже мозаичный, декоративный. Здесь по кольцу тоже идет кораническая надпись. Стены облицованы белым мрамором. Вот мы видим, это вестибюль. Здесь вот даже есть шамаили, выполненные из мозаики. Это вот учебные классы. Минбар деревянный, резной. Все это стараются максимально в декоративном оформлении, чтобы мечеть выглядела как татарская. Это было пожелание заказчика, и мы пытались это отразить. Видим, стены тоже облицованы белым мрамором. На окнах витражи, таком татарском стиле, на наш взгляд, выполнены. На полу, значит, у нас ковры с отдельными намазлыками выделенными. Вот у нас это купол мозаичный, как я уже говорил. Вот мозаика на окнах барабана здесь показана. Как я уже говорил, мечеть была построена в 2008 году, очень кратчайшие сроки. Сейчас, на сегодняшний день, стала одной из достопримечательностей Башкортостана, считается прямо, я называю жемчужиной Башкортостана, эту мечеть. Одна из красивейших мечетей оказалась. Другая наша работа, которая была выполнена, это мечеть Иордан на территории Казани. Мечеть расположена на пересечении улиц Серова и Кулахметова. Ну, надо сразу сказать, что это не просто мечеть, это целый комплекс. Помимо мечети здесь еще к мечети примыкает реабилитационный центр для слепых и для слабовидящих. Вот мы видим корпус самой мечети, он круглую форму имеет, и прямоугольный корпус реабилитационного центра. Композиционно мы видим, что это тоже восходит к татарским традициям, эта мечеть с минаретом на крыше. Но здесь впервые мы попробовали сделать мечеть саму круглой в плане, чтобы не было там углов для тех, которые плохо видят. Это не очень-то удобно. И круглая в плане мечеть оказалась ведь очень комфортной, по сути дела, для выполнения религиозного культа, что ли, для намазов. Реабилитационный центр имеет несколько этажей. На первом этаже расположены вестибюли, гардеробы, тагорадные, столовые. На втором учебные классы, и на третьем спальное помещение, потому что в реабилитационном центре там проводятся курсами и наборы. Здесь проводится большая работа по обучению слепых и незрячих чтению Корана на языке Брайля. У них даже есть своя типография в подвале, где они издают этот Коран на языке Брайля. И сюда приезжают со всей России и стран СНГ обучаться Корану люди слабовидящие. И это очень популярно. Пожалуй, это единственный центр России, который занимается подобной благотворительностью. Снаружи мечеть, она выполнена в штукатурке с покраской последующей и также декоративно очень богато оформлена. Вот идет мозаичная кораническая надпись по кольцу карниза самой мечети. Декоративные панно выполнены между окнами. Михраб снаружи тоже очень богато декорирован. Внутреннее убранство мечети это решено в охристо-золотистых тонах. И основная, что ли, элементами оформления явились это прежде всего михраб, михрабная ниша с кораническими надписями и купол. Купольная часть тоже с коранической надписью по кольцу. А остальное решено достаточно скромно. И на полу молельного зала есть такая желтая полоса, указывающая направление к кыблу. Причем она желто-оранжевого цвета, потому что слабовидящие еще как-то отличают этот цвет. Да, они могут этот цвет видеть, в отличие от других цветов. Тут другая наша работа – это мечеть Иман-Нуре в поселке Нагорный, тоже в Казани она расположена.
На сегодняшний день уже в Татарстане построено очень много мечетей, их число уже предостаточно, на мой взгляд. И сейчас актуальным становится даже не строительство новой мечети, а реконструкция ранее построенных. Вот мечеть Иман-Нуре тоже относится, это прежде всего реконструкция. В 90-е годы здесь была построена мечеть из силикатного кирпича силами жителей этого поселка. Она была из 2 минаретов. Она успешно функционировала долгие годы, но со временем вот вместимость этой мечети оказалась незначительной, и было принято решение ее расширить по инициативе директора фирмы «Унистрой» Гильфанова Рашида Карамыча. Вот к существующему зданию мы добавили еще новый корпус, новую часть мечети, тоже купольная, с минаретом на крыше. В итоге получилась у нас общая композиция комплекса с 3 мечетями, да, с 3 минаретами. Снаружи весь этот комплекс облицован травертином, очень такой декоративно выложенный камень. А входные порталы облицованы белым греческим мрамором. И на этих порталах есть мозаичные надписи коранические. Это вообще-то не просто мечеть еще, это целый комплекс. Здесь еще помимо мечети есть дом имама специально оборудованное помещение курбаницы для жертвоприношения животных. В мечети проводится работа, очень занимаются благотворительностью, в частности, они занимаются детьми-инвалидами, детьми больных ДЦП. Рядом с мечетью есть большая детская площадка с современным оборудованием. Здесь учебные классы есть для детей. То есть тоже является таким социокультурным центром для жителей микрорайона. В плане реконструкции уже существующих мечетей хотелось бы отметить еще одну нашу работу. Это реконструкция мечети Марджани. Первая каменная мечеть у нас построена в 1766 году по разрешению царицы Екатерины. Построена она по проекту архитектора Кавтарева в стиле барокко, в чисто татарском стиле, минарет на крыше. Но это очень известная наша мечеть. Вот к тысячелетию Казани в 2005 году была предпринята масштабная реконструкция и реставрация этой мечети. И в частности, вот был пристроен новый корпус, в котором разместился женский молельный зал и конференц-зал. Вот это старая часть мечети мы видим, первоначальная, 18 века. И последующие постройки, это вот пристрой был осуществлен в 70-е годы. Первоначально вход был по продольной оси. И вот там в советское время вот пристроена новая входная группа вестибюльная. А вот это уже вот наша поздняя пристройка, где мы образовали такой некий двор, внутренний двор перед мечетью. И архитектура новой части, она максимально так вот стараюсь, чтобы она максимально гармонировала с существующей архитектуре самой мечети и не противоречил этой богатейшей, ценнейшей постройке. А интерьер вот женского молельного зала, он решен в традициях интерьеров самой мечети Марджани. Там лепнина внутри, здесь тоже использована лепнина. Вот опыт проектирования мечети в Татарстане и в России, который мы приобрели за эти годы, он оказался востребованным и в ближайшем зарубежье. В частности, мы были приглашены для разработки проекта соборной мечети в городе Актубе, Республики Казахстан. Там тоже проходил конкурс на проектирование соборной мечети, и наш проект оказался победителем. Эта мечеть рассчитана на 3200 человек, тоже расположена на высоком стилобате, имеет несколько этажей. На первом этаже вестибюли, дальше молельный зал и 2 уровня галереи. Снаружи она также облицована мрамором, находится в центральной части города на свободной застройке. Интерьеры тоже были разработаны этой мечетью по нашему проекту. Но в разработке интерьеров нам пришлось изучить казахское декоративно-прикладное искусство, в частности казахский орнамент пришлось изучить, потому что казахский орнамент все-таки отличается от татарского орнамента. У него
свои особенности, в нем больше зооморфных форм, в отличие от татарского орнамента, он по масштабу более крупный. Тоже большую работу нам пришлось провести, прежде чем приступить к разработке интерьеров. Ну, в целом, декоративное оформление главного молельного зала тоже главный акцент – это михрабная ниша и купол. Здесь тоже мы использовали мозаику. Оформление купола тоже по кольцу идет мозаичная кораническая надпись. Вот перед нами витражи в окнах молельного зала. Здесь вот мы видим нашу работу по декоративному оформлению витражей. Вот видим в таком казахском стиле выполнено. И можно заметить, что эти витражи по своей проработке отличаются от витражей мечети Кул-Шариф. Это уже другой стиль, другие условия уже совершенно. Следующая наша работа, говоря о Казахстане, в том же городе Актубе, это реконструкция исторической мечети в городе Актубе. В 1903 году была построена мечеть, тоже называлась Ак-мечеть, на средства татарских купцов. Эта мечеть располагалась в исторической части города Актубе, которая так и называлась Татарка. Вот она, как выглядела эта мечеть. Типичная такая татарская мечеть с минаретом на крыше. Она в советское время была закрыта, использовалась под различные складские помещения. В 90-е годы ее вернули мусульманам. Они пытались, жители, своими средствами ее как-то реставрировать. В 2013 году власти города решили эту мечеть реставрировать и расширить, потому что там был маленький молельный зал. И вот по нашему проекту была выполнена реконструкция этой мечети. Здесь вот это в плане существующей мечети. Вот мы пристроили дополнительный корпус с большим молельным залом, 1500 человек, с вестибюлями, с гардеробами, тахаратными помещениями, столовой и так далее. То есть это уже абсолютно современная по своей планировочной структуре мечеть. Мы сохранили существующую мечеть, она полностью сохранена и облицована снаружи белым мрамором, так же, как и вся новая часть. То есть получилась такая единая композиция. Здесь вот мы видим вход в новую часть и вход в старую часть, то есть старую мечеть. Решение интерьеров и декоративного убранства внутреннего молельного зала тоже применена декоративная мозаика, потому что опыт уже работы с казахским орнаментом у нас был. И внутреннее убранство соответствует, я бы сказал, такому казахскому духу, что ли. Ну, говоря о Казахстане, хотелось бы еще сказать о другой нашей работе. Это реставрация мечети в городе Кустанае. Это Ак-мечеть. Она была построена в 1793 году на средства братьев Яушевых. Это были богатейшие купцы, которые имели торговые дома в Челябинске, в Троицке, в Кустанае, в Ташкенте. Это самая старая мечеть в городе Кустанае, памятник архитектуры регионального значения. В советское время была закрыта, использовалась как филармония, использовалась как кинотеатр. И, по сути, в 90-е годы ее вернули верующим, но она пришла в такое запустение после такой эксплуатации и требовала реставрации. Вот эти работы по реставрации были выполнены по нашему проекту, по старинным фотографиям, которые сохранились в архиве, был восстановлен ее первоначальный облик наружный. А интерьеры были полностью разрушены, но вот благодаря фотографии, которая была нами найдена, старинные фотографии из альбома, дореволюционного альбома о мечетях России, мы видим, что молельный зал имел галереи по всему периметру. И на основе этой фотографии мы воссоздали интерьер этой мечети. Но работы выполнены были очень кратчайшее время, и сейчас эта мечеть возродилась, что ли, в своем прежнем виде и является гордостью, украшением Кустаная. Ну, здесь я хочу привести несколько примеров этих сельских мечетей, выполненных по нашему проекту. Это мечеть в поселке Шапшивска Гурского района. По архитектурной композиции это тоже мечеть с минаретом на крыше. Она построена в 2012 году в память о погибших на теплоходе «Булгария». Спонсором строительства был некто Тазов, предприниматель, у которого
В этой трагедии погибла дочь, внучка, почти зять, все родственники, и он решил в память построить эту мечеть. Другая наша работа сельских мечетей – это мечеть Ильдус, в поселке Верхняя Корса Арского района, на родине Габденасура Курсави, знаменитого татарского богослова. Она построена, эта мечеть, на Ильхама Хисамиева в память о своем отце, предпринимателя. Купольная мечеть с минаретом, небольшая по своим размерам, рассчитана всего-навсего на 50 человек. Строилась достаточно долго, но вот в этом году состоялось открытие этой мечети. Вот перед нами интерьер этой мечети. Интерьеры тоже решены современными такими средствами художественно-декоративного оформления. Традиционная кораническая надпись по кольцу, михраб с кораническими надписями, и такой современный дух здесь присутствует в отделке этих интерьеров. Далее я хотел бы сказать несколько слов о перспективных проектах, которые реализуются или реализация которых еще предстоит. Вот, в частности, это соборная мечеть в городе Набережные Челны, которая сейчас находится в стадии строительства. Набережные Челны – это город с полумиллионным населением, и строительство соборной мечети это давно там назрело. Еще в 90-е годы были предприняты попытки строительства этой мечети соборной, но как-то все это было неудачно. В 2009 году был проведен конкурс на проект соборной мечети. Мы участвовали в этом конкурсе, наш проект там победил. В кратчайшие сроки была разработана проектно-сметная документация, но вот строительство затянулось на долгие годы. Сейчас там новый мэр, новый глава города, он как-то взял этот вопрос под контроль, и как строительство сейчас немножечко уже продвигается. Есть надежда, что мечеть будет достроена. Мечеть располагается рядом с зданием мэрии города, практически к ней примыкает. Здесь нами задуманы две площади. Одна светская площадь при мэрии, другая духовная площадь, круглая в плане. В мечети, в самом здании мечети примыкают два крыла. Одно будет располагаться медресе, а в другом будет располагаться мухтисибат. Мечеть также расположена в Стилобате, многоуровневая. В Стилобате будут размещаться здесь вспомогательные помещения и молельный зал с 3 уровнями галерей по вертикали, чтобы для максимальной вместимости. То есть вместимость будет 3500 человек вообще. Здесь вот два больших минарета высотой 76 метров и два малых минарета высотой 56 метров. Высота минаретов достаточно большая. Скажем, я же говорил, что мечеть Курсари 58 метров всего высота, да? Но эта мечеть расположена в окружении вот такой высотной застройки. И для того, чтобы мечеть была видна вот со всех точек города, и здесь вот есть необходимость строительства, возведения больших минаретов, которые по нашему замыслу будут ночью светиться и притягивать внимание. Ну, предполагается, что внешняя отделка тоже будет выполнена из мрамора. Все надежда на Всевышнего. И надеюсь, что все это проект будет реализован. Вот еще одна наша работа – это мечеть в городе Владивостоке. Она была выполнена, проект был выполнен по заказу местной татарской общины и расположена в очень интересном месте, практически окраина Владивостока. Расположена на бухте Золотой Рог. И вот мы видим в панораме мост, соединяющий Владивосток с островом Русским. Мечеть, если в случае реализации, она прекрасно просматривалась с этого моста. И вообще уникально очень по себе, само по себе уникально. Расположение мечети на берегу океана практически. Это было бы очень красиво. Вот мечеть у нас небольшая по своим размерам, 150 человек рассчитана, но, к сожалению, этот проект пока не реализован. Вот еще один наш проект – это проект соборной мечети для города Хабаровска. Тоже по заказу местной общины нам выполнен этот проект. Они, кстати говоря, приступили уже к строительству этой мечети. Место для них выделено. По-моему, они уже вышли на отметку 0. То есть для Хабаровска это вообще первая, по сути дела, такая. Сейчас у них в приспособленных помещениях находится, мечети нету в городе. Но вот местной общине удалось как-то решить местом строительства и согласовать проект.
Это тоже будет помимо мечети целый комплекс, в котором помимо чисто религиозных функций будут учебные классы. Это будет тоже своего рода культурный центр мусульман города Хабаровска. Еще один проект – это проект соборной мечети в городе Тюмени. В Тюмени проживает достаточно большое количество татар, мусульман, и у них было желание построить соборную мечеть в городе. Вот мы такой проект им предложили, но, к сожалению, тоже вопрос реализации еще очень непростой. Мечеть центрично-купольная, с 5 куполами, 4 минаретами на высоком стилобате. Один из вариантов решения соборной мечети. И вот еще один проект я хотел бы показать. Это мечеть соборная, еще одна соборная мечеть в Казани, мечеть Фатима, которая была... Проект был разработан по заказу бывшего мэра Казани Камиль-Шамильевича Исхакова. Эта мечеть должна была располагаться на Вознесенском тракте, на новом Вознесенском тракте, ведущий в Мамадышский тракт. Вот это самый Вознесенский тракт, то есть мечеть должна была располагаться над автострадой. Мечеть центрично-купольная, круглая в плане, с 4 высокими минаретами, высотой 99 метров, вместимостью 5000 человек. Предполагалось, что помимо мечети здесь будет целый исламский центр с духовным управлением мусульман, гостиницами, халяльными торговыми центрами и так далее. Но вот, к сожалению, реализация этой идеи тоже на сегодняшний день пока еще, то есть очень проблематично. В прошлом году, на мой взгляд, кажется, было объявлено решение о строительстве такой общегородской соборной мечети в городе Казани. Но до сих пор там выбирают место, по-моему, до сих пор не выбрано. Есть разные варианты, где это могло быть размещено. Но до сих пор, наверное, решение еще не приняли. На мой взгляд, это новая соборная мечеть. Скорее всего, это будет мечеть Аль-Кабир, общегородская мечеть. Хотелось бы, чтобы она располагалась все-таки поближе к Казанке. На мой взгляд, лучше ее расположить в новой части Казани, напротив Казанского Кремля. Там есть свободный участок, чтобы тоже мечеть могла видеть свое отражение в водах Казанки и соединить вот старый город и новый город. Тут как-то вот этими высотная доминанта, она бы показывала перспективу, что ли, будущее нашего города, будущее Казани, так, в новом районе, и она должна располагаться. Молиться можно где угодно, да, вся земля – это молельный зал, по сути дела, да, естественно. Но что касается зарубежных мечетей, да, которые вот построены в стиле хай-тек и так далее, в современном стиле, естественно, это влияние глобализма вообще, по сути дела, да. Современная архитектура уже, она настолько проникнута идеями глобализма, что то, что построено, скажем, в Эмиратах или в Китае, или еще где-нибудь там в Америке, настолько друг на друга похоже, настолько это такая одинаковая архитектура. И она, вот эта идея глобализма, она все впитывается, проникает везде, в том числе и в культовую архитектуру, да. Прежде всего, в христианскую архитектуру, вот это уже, она проникла еще в 20-е годы прошлого столетия, когда Корбюзье вдруг взял и выдал капеллу в Раншане, совершенно не похожую на католический собор. Да? Вот, на мой взгляд, строительство храмов вот в стиле вот этого глобализма, это хай-тека, это еще такое стирание национального своеобразия, по сути дела. Ведет к исчезновению этого национального своеобразия. Вот в Набережных Челнах построили недавно новую мечеть на трассе, тоже в стиле хай-тек, так бы. Очень красиво, да, очень красиво, но вот, на мой взгляд, я там не вижу ничего татарского, по сути дела, ничего национального в этом нет. Хотя там есть какой-то декоративный узор, но она не воспринимается, не прочитывается, как, на мой взгляд, как татарская мечеть. Может быть, со временем мы привыкнем к этому образу, и она тоже будет восприниматься как татарская. Ну, поживем и видим.